такой? Ты кто такой, дядя? Ты кто такой? Это конь какой-то. Самый настоящий. Вот это гигант. Ребят, доброе утро. Ну, как вы поняли, ребят, я в лесу. Сезон в самом разгаре, в этом году рано у нас. Юг Республики Коми. Задают вопросы, где такая красота. В Коми, ребята, в Коми. 11-й регион. И, в общем, сегодня, ребят, я поехал за красноголовиками, так называем. Ну, это мы так называем. В простонародье там подосиновик, может у кого-то как-то по-другому. А мы называем красноголовиками. Хотя шляпки у них бывают разные. И оранжевые, и белые, и коричневые, и какие только малиновые. Ну и в целом еще в Борне зашел, заскочил на полянку, ребят. Такие красавцы, штук с десяток красных. И вот сейчас по дороге оранжевый такой попался. Вот. Дождь херачит. Утром проснулся. Ну так что-то затянуто. Ну особо думаю, что ладно, поеду, съезжу. Голова трещит. Но пойду расхожусь. Давление, походу, ребятки. Что ли? Ну, съезжу, похожу, расхожусь. Что там, таблетку выпил. Не знаю, из-за чего. Из-за перемены погоды, что ли, или что, бахнул. Ладно. А что-то мотоцикл в гаражу, мотоцикл выкатил, поехал. Блин, как зарядил. Ну, его до сих пор херачит. Так что так. Ну, я в целом не промокну, ребят. Я в костюмчике от компании Sina. Это лютая мембрана. Вот, как раз осень, весна. Такие дела. Погуляю, пособираю именно красноголовиков. А за боровиками не поехал. Чисто красноголовики, ребят. Это грибная икра. Впереди поездка. Уезжаю. Ну а грибы пошли. Надо, ребята, работать, так скажем. Потому что, возможно, приеду, что-нибудь поменяется. Хрен его знает. Ну а пока начинаем.
Вот, допустим, штаны тонкие, легкие, все сырые насквозь пока ехал, а вот тело вот прям сухое. Ну, на входе, ребята, есть, значит, в бару тоже что-то надыбаем, потому что вчера было воскресенье, следов очень много накатано. Но я думаю, свои найдем. Дождь идет, грибы растут каждый день. Поехали. Вот они, ребята. Вот они, молодежь. Оранжевые, видите, какие. Опа. Двойняшки. О, они вчера только выскочили. Точнее, сегодня ночью 7 сантиметров. Я, ребят, пока так буду складывать, потому что каждый чистить все долго. Будем локацию просматривать. И 2-3 штуки нашел, почистил. 2-3 штуки нашел, почистил. Потому что, блин, дождь идет. Камеру стараюсь беречь тоже. И так она у меня глючит. Но поснимать вам охоту, показать прелесть. Когда идет гриб. Когда он начинает. О, недалеко, ребят, смотрите. 2 штуки. 2 штучки. Это только на входе. О, поперло. Походу. Самое главное, что чистые. Самое главное, что чистые, ребята. Красноголовички, подосиновички. Сразу, ребят, извиняюсь, если прилетит капля. Но сами видите, что происходит. Дождь. А мне же не сидится дома. Поперся. Такие дела. Красавчики, да, ребята? Что-то тут немножко похоже на... Немножко похоже на... Не без этого. А чистые малыши. Вот это, ребята, боровые, эти красноголовики. Самый кайф. Самые вкусные, твердые. Это не эти, которые на полях, знаете, растут, ребята. Это прям кайф. Смотрите, какая красота. Сырость, конечно. Ну ладно. В целом, как, ребят, я вам и рассказывал, что у нас дожди намечаются. Ну вот, в принципе, сейчас так и будет. Такая погода и будет. Очень много сыроежек выскочило, молоденьких. Тоже, кстати, очень вкусные на самом деле. Ну, когда уже идут грибы, ребят, такие, к которым привык, зачем они нужны, да? Вот. Так что так. Я знаю, что вот на днях, ребят, тут народу было море. Но несмотря на то, что вчера было воскресенье, я говорю, люди сюда приезжали. Вот, грибы растут. И когда идет сезон, ну, можно ходить чуть ли не каждый день. Понятно, что если у вас времени хватает. А так, кто вот прям любители, они готовятся и берут отпуска, чтобы пособирать эту красоту, заготовить. Ну и вообще в целом можно денежек заработать. И, кстати, пошли вроде и грузди. Короче, вообще все в кучу, блин. А у меня поездка здесь. И прям не знаю, что и делать. Понятно, охота съездить, показать вам рыбалку. Хорошую, причем рыбалку. Я так думаю. Потому что едем дальше на север. Но и сезон грибной тоже. Рыбалка-то она что, круглый год, грубо говоря, у меня. А грибы раз в год. Несмотря что приехал за красными,
Ну вот еще и боровики, ребят, тоже растут. Ну, скорее червивый, ребята. Мягкий какой-то, ух, проеденный, наверное, весь. Да, сожрали его, бедолагу. Так. Такая темень в лесу. Ну, пасмурно. Хреново видно. Вот видите, сыроежки, ребят, стоят. И стоят ножки без шляпок. Вот люди собирают. Видите, тык-тык. Вон молоденькая рядом выросла. Сыроежек прям очень много. Как бы так. Все вон тут пошиблено. Одни пеньки стоят. Ладно, заходим. Хорошая локация. В дождь, конечно, такое себе, ребят, капает. И, ну, и так, из деревьев. Но в целом тут бор, кустов нету, и одно удовольствие ходить. И когда грибы есть, дождь даже не замечаешь. Вот она, видите, ребят, полянка, смотрите. Это вот только-только сегодня выскочили. Вчера их даже видно не было. Опа. Раз. Два. Три. Первый сорт, ребята, первый сорт берем. Четвертый. Вот такой красавчик. Смотрите, а, ребят. А глаз да глаз, они только-только вылазят. И дятел долбит. Тоже, несмотря на дождь, парень работает. Жрать все хотят. Красота. Маленькие. Ух, твердые. Аж скрипят, ребята. И корку будем делать. Что тут непонятно. Пойдет. Да, все сырое такое, слизкое. Прям сдалека, друзья, вижу. Стоит. Краснявый. Пока, наверное, так возьмем. Потом будем обрабатывать. Хороший, ребята, хорошенький. Опа. Четкий, ровный. Корзинку, наверное, маловато я взял. А вот, ребят, запрещенка сразу, видите? Это белый красноголовик. Ну, писали там, что он в красной книге. Собирать нельзя. Все это нормально, можно их собирать. У нас можно. У нас их есть, они есть. Вот, ребят, это красноголовик. Ну, это не подберезовик, как многие писали мне. Не путайте, ребята. Как бы тут в бару подберезовики не растут от слова совсем. Они здесь не растут у нас. Ну, их там еще по-разному называют там. Тоже свои названия. Подосиновик, красноголовик, подберезовик, там обабки, еще что-то как-то называют. Вот. Короче, в каждом регионе есть свои какие-то эти погоняла, так скажем, погремухи. Погремухи. Ну и сразу, наверное, оттолкнемся. Почему канал называется Андрюня, рыбалка с Дрюней. Ну, потому что меня зовут Андрей.
в детстве так прилепилась Андрюха, Дюха, Дрюха, Андроид, Дрюня. Ну и в общем, как-то я решил назвать канал «Рыбалка с Дрюней». Как бы здесь такого ничего нету. Здесь конкретно детство моя погремуха. А это что у нас тут? Красноголовик? Нет? Блин, сыроежки, ребят, отпад прям. Ровные такие, красивые. Маленькие. Столько их много. Вон, собирай не хочу. Очень много. Спустился в низину так, там окраина. Ну, там нету, ребят. Поднимаюсь опять в бор. Стоят. Вон, глаз да глаз. Только смотри, ребята. Внимательней. Вот опять раз. Вот недалеко второй. На бару стоят. Опа. О, сегодня мы подсобираем, ребят. Вот это уже, да, вот еще один там. Но я уже средний не буду брать. Вот этот, наверное, даже я зря взял вот этот. Ладно, если что, потом посмотрим. Вот. Вот это называется грибы. Что-то называется сбор. Уже ходишь, уже интересно. Но вон, далее, ребята, стоит такой кабанидзе в кустах. Не в кустах, под корягой. Но такой не будем трогать. Я и говорю, когда они есть, тогда они есть. Лист уже посыпал так. И уже, ну, обманчиво. Бывает, что что-то кажется, а это только кажется. Красота, блин, что. Вообще сказка. Так, ладно, сейчас мы тут обойдем вот эту низину. Зря я туда пошел. Ну ладно, посмотрел хоть. Так, погуляю. Сегодня здесь борик небольшой. Я никуда не поеду. Явно грибы есть. Мы здесь соберем. Вот эта корзина, ребята, примерно 2 ведра, чтобы вы понимали. Ну, у меня еще и пакет есть, конечно, в рюкзаке. Но посмотрим. Жадничать не будем. Как говорится, сколько есть, столько есть. Комары, блин. Комар жужжит один какой-то дурной. Сыроежки. 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 Съел еще, блин. Приходится, ребят, часто на камеру внимание обращать, под за пазуху прятать. Дождик идет. Камера и так барахлит. И, ну, естественно, аппаратура влаги не любит. Это понятно. Как-нибудь постараюсь. Ну и смотреть, чтобы на линзу не попало тоже. О, класс. Вот еще молоденький стоит. Ну, видите, шляпка небольшая. Вот взять лист, допустим, относительно, да, но очень похоже. Очень похоже прям. И как бы этот... Надо подходить, смотреть. Так уже не поймешь, стоит гриб сдалека или лист. Березка обломилась. Березка обломилась. Так, ну вот как раз я выхожу. Шикарная локация сейчас будет, ребята.
Я думаю, что-нибудь пособираем здесь. Потому что вот эту низину пришлось обойти. Ну вот, еще один стоит, не отходя от кассы, как говорится. Еще один, ребята. Опа. Красота, да? Так, два есть на чистку. Ну как на чистку? Грибы чистые вроде. Пару червивых попалось, так вроде нормально. Дома потом посмотрим, естественно. Ну вроде как молоденькие, свеженькие. Еще не успели черви заехать. Потому что им всего лишь ночь, день. А вон еще, ребята. А вот еще один. Два, что ли, там, да? Непонятно. Нет, один. Просто как-то завернула его. Чуть-чуть его завернула. Ох. Ох, какой. Видали? Тут красноголовик, а там вроде боровичок стоит. Сразу чуть не посмотрел. Красота, ребята. Вот на икру ножки пускаем. Шляпки можно так отварить да заморозить. А ножки в икру. Особо сильно не заморачиваешься. Режешь крупно на мясорубку. Там не надо. Ой, там ребята стоят. Жесть, сейчас вам покажу. Не знаю, ходили тут люди, не ходили, но я думаю, что ходили, конечно. Ну, скорее всего, просто гриб прет. Вот я тут нашел. Тут, ребят, чистил. Видите, а вот даже видно старые уже гнилые. А вот я голову поднял, говорю, где-то боровички что ли стоят. Точно. Наоборот, смотрите. Малыши, ребят. Ух, 2 штуки. Конечно, возьмем. Че нет-то? Молоденькие, вон они тоже свеженькие, ребят. Вообще труба. Ко мне люди собираются ехать в конце сентября. Я не знаю. Сезон, ребят, прет сейчас. И с каждым годом не угадаешь, блин. Все меняется. Где-то я сдалека видел. Что-то мне казалось, что кто-то там стоит. Ну, там что-то какой-то огромный. Уже все, с курса сбился. Что-то видел. А что не помню. Ну, там огромный. Так, мне надо этот край обработать. Вообще огонь. Сказка. Все смещается. Обычно в концу августа. Ну, вот, начало выхода. Тут и грузди уже пошли. И боровики, и красные вот идут. Охренеть. В июле боровики выходили. А грузди вообще, по идее, они там позже всех должны выходить. Сентябрь там месяц. А тут, пожалуйста. А сколько много. Да какие классные ребята. Жесть. Так. Боровички. Вот боровички хоженые. Эти грибы уродины. Красненький, нормальный.
Блин, лед, ребята, капитально зарядил. А зато ни души вообще в лесу. Никого нету. Стоят вот такие красавцы. О. Никто тебя не подгоняет. Никто не орет в лесу. Идешь по своему маршруту потихоньку. Да и кайф. А дождь херали, да. Дай бог. Сейчас, кажется, опять вода, наверное, скаканет. Потому что там неделя, смотрю, там плюс-минус дальше. Ну и куда мы едем по прогнозу тоже. Смотрю, дожди. Надо будет готовиться основательно. Потому что рыбалка с лодки. Стоит запрещенка, ребят. Белый красноголовик. Ну, подосиновик. Ой, а там сколько, ребята, их. Мать моя женщина. Так, второй. 3 уже на обработку надо. И тут, смотрите, ребята. 3 штуки. 3 красавца. 4. Раз. 2. 3. Че так не собирать, да? Когда они есть, блин. Вот 4. На одной полянке. О! Чистые, сочные, мощные. Блин, кайф, ребят. Тут на одном месте хожу. Вот я так эту низину обошел. Вот так ползаю. Что, у меня пол корзины уже. Поболее даже уже. Ведро уже собрал. Чистые, ровненькие, молоденькие. Да. Ну вот это я уже понимаю. Грибалка. Хорошо. Хорошо, когда хорошо. О, дождики льют. Все равно еще температура хорошая, позволяет. Грибы будут расти. Грибов много будет, наверное, в этом году. Я так думаю. Сначала думал, блин, дождь куда поперся? По трассе еду на мотике. Блин, думаю, ё-моё. А тут думаю, ладно. Сейчас вообще не жалею. Кайф. Просто кайф, ребята. А вот еще один стоит. Красавец ждет, красавчик ждет. Опа. Текс. Вот, вот, ребята, самое то. Понятно, сейчас молодежь выходит
Ну, понятно, ты же не все собираешь. Начинают расти, потом будут крупные стоять. Вот. А когда вот выход, надо вот именно этот момент не прозевать. И вот чисто первый сорт в твоем распоряжении, как говорится. Он там запрещенка стоит, ребята. Фух. Запрещеночка стоит. Он большой уже. Такой, видите, красавец какой. Мощный, сочный. Вон какой браток. Ладно, мы его даже трогать не будем. Оставим. Пишите, ребят, куда отправлять. Давайте этого отправим. Куда его отправим? Давай в Екатеринбург его отправим. Пускай там люди соберут. Будем отправлять, короче. Вы же пишите. Отправляй, Андрюха. Ну, будем отправлять, короче. Первый на ЕКБ пошел. Там у меня сестра двоюродная живет. Юля, привет тебе. Знаю, что тоже не подсматриваешь ролики мои. Юлька Шпулька. Хрена дождь зарядил, ребята. Слушайте, во, ништяк. Вот мембрана. Держит. Вообще не сырой. По ногам текет уже. По ногам текет. Так, ладно. Сейчас смещаться буду. Туда дальше не пойду. Ближе к выходу уже. Грибов потому что много. Не стоит туда заходить. Так, вот этого, ребят, я заберу. Вот этот рядышком, который. Смотрите. Вот этого забираем. Видите? Лютый. А вот этого... Че, куда? Давай в Красноярск отправим. К Володьке. Приезжал, помните, ко мне? Будешь, брат, смотреть тебе на Красноярск. Собирай. А вот этих двух парней Дрюнька сам заберет. Бомба. Бомба, секс, виски, рок-н-ролл, кока-кола. Все самые запрещенные слова, братцы. Вот они только лезут. Вот таких, наверное, стоит немерено в мху. Но пока их не видно. Потому что они только-только вылазят. Еще раз, братцы, извиняюсь, если на объективе дождь, что капает как из ведра, блин. Так,
В общем, я срезаю, ребят, в обратную сторону, потому что у меня уже почти корзина. А тут ходить, я там доберу и с полной корзиной выходить туда, ну его нафиг. Я знаю, что на этой стороне сейчас мы еще найдем. Шикарно, ребята. Шикарный. Шикарно, ребята. Вот такой. Так, пока его так. Дождь херачит. Делаем все активней. Потому что бор, он открытый все равно, ребят. Местами. Вот еще один. Вот еще один. И все равно проливает прям от души. Операция, ребята. Красный головик. Фу, слушайте, даже голова у меня прошла. Полегче стало. Не знаю, что. Какое у меня давление скакануло. Ну, какое-то скакнуло. Не знаю. Вчера даже баню не топили, потому что что-то чувствовал себя неважно. А вот в лесу, ребят, походил. Все. Свежий воздух. Свежий. Дождливый. Вот этот, знаете, озон. И все. Организм сказал: Андрюха, жить будем. Я так образно, ребята. Никогда не мучился давлением. Но похоже, что давление. Года идут. Года мое богатство, бля. Не молодеем, как говорится. Все равно, ребят, что. Года идут, года идут. И жить надо сегодня, блядь, а не завтра. То есть все что-то пытаемся, откладываем, копим. Завтра, возможно, у тебя не будет времени. Послезавтра у тебя не будет сил. А послезавтра, возможно, и не будет и тебя. И все, что вот это у тебя есть, она нахуй никому не надо будет. А у нас два, ребята. Вот этот я прям не знаю, брать, не брать. Такой еще вроде среднячок. Хороший. Но вот этого точно возьмем. Блин, длинноногие. Видали, какие красавцы? Ровные, как солдатики. А так, ребят, мысли вслух, как говорится. Вы там особо так не придирайтесь. Я люблю пообщаться. На всякое жили-были. Ну, а на самом деле, что, правда? Так же оно и есть. Так она же и есть. Житуха. Житуха-бытуха, блин. Ой, блин. Класс. Ребят, утро. Ну, взять, да, вот средний там город. Ну, ладно, давайте возьмем Москву, даже Подмосковье. Ну, почему Москва? Потому что я там был и не раз уже. И как бы сейчас просто вот я один в лесу, идет дождь, я собираю красноголовиков. А в Москве сейчас люди толкаются на пробках. Ну, в общем, жизнь, она разная. И в данный момент сейчас много чего происходит. Ну, просто сейчас я один, ребята, идет дождь, я собираю грибы красавцев. Не знаю, кому больше везет в данный момент, но я вообще не жалею, что я мокну и кайфую. Вот такой тут стоит. Видишь, елочки, молодняк уже начал расти. Вот. Новая жизнь. Видите, на полянке.
Новая жизнь. Сколько они будут расти? Сотню, две. А вот старая жизнь, который в дрова даже не пошел. Лежит, гниет. Ну, пользу может свою какую-то тоже приносит, не знаю. Вот еще один лежит. Отжил свое. Понятно, что не по возрасту, ребят. Просто от урагана упал. А вот новая жизнь. Так оно и есть. Так все и происходит в этом мире. Что-то несет сегодня, ребят, мне куда-то не в ту сторону. Язык без костей называется. Ой, там стоит, ребят, сдалека. Стоит там сдалека. Там что стоит тоже, да? Да ну, капец, блин. Так, сюда ходи. Сюда ходи, тут у меня уже два надо почистить. А видите, быстро-быстро, ребят. Понятно, что без съемок, без камер я бы уже, наверное, там где-нибудь уже на выходе был. Ехал. Вон, видите, ребят. Красота. Красота. Вот что значит выход грибов. А сколько, наверное, еще пропустил. Ух. Хожу так не спешонько. Тарарай, тарарай. Вот тут сыроежки. И рядышком стоит тоже небольшой. Какой-то тонкий. Тут вот большой и маленький, ребят. Вот большой, что, куда мы его отправлять? Вы потом пишите мне, ребят. Почаще будем так делать. Опа. Этого дрюньку забирает. А этого Красноярский КБ отправляли. Давайте мы его отправим. Куда мы отправим? Сереге в Вологду. Хотя в Вологде, наверное, свои есть. Надо куда-нибудь подальше. На Казахстан, братцы. Салам алейкум всем. Вам закидываю. Красавчик. Опа. Пойдет. Тут еще один. Ребята. Вот этот. Куда его? Давай в Сочи его. На юг. Краснодар, братве. Там сейчас бархатный сезон. Жара. А у нас, видите, уже ночью 6 градусов. Бля, вот это льет. Что-то с каждым 10 минут он
разгоняется и разгоняется. Мне кажется, микрофон уже залил нафиг. Море грибов, ребята. Просто море. Иду, вон, смотри, там стоит, там стоит. У меня уже корзина полная. С одной стороны круто, конечно, когда вот так. С другой стороны, как в магазин зашел, забрал. Так же и по рыбалке. Также, ребята, и по рыбалке. О, видали? У нас в основном трудовые рыбалки. И в целом, когда ты поймал, когда ты подобрал ключ, так скажем, да, у тебя получилось какую-то рыбу добыть, кайфа получаешь в разы больше. А когда вот приехал, там она долбит, да, это азарт, это эмоции. Но быстро надоедает все это дело. И здесь как бы я привык, что надо искать, пробовать, что-то мутить. А когда вот так, ребята, это шопа, сейчас я вам покажу, блядь. Смотрите, ребята, прям натыкано. Семья. 5 штук. Только-только вот вылезли. Раз. 2. 3. 4, 5. Это ночью вылезли. Вот так вот. Ну, зато самый смак. Самый-самый-самый первый сорт. Да, братва, дождь прям зарядил. Не на шутку. Ну все, у меня корзина полная. Так-то бы разобраться. А я еще особо-то тут и не бродил. Так, чисто иду, смотрю, собираю. Вот их тут пруд-пруди. Ну, вот весь отборный молодняк. Весь отборный молодняк, ребята. Да, вон еще один стоит. Короче, ребят, все сами видите. Растут они. Как росли, так и растут. Это тем, кто писал, что вот здесь, говорит, больше у тебя расти ничего не будет. Ну да, да. А тут запрещенки растут. И ничего не меняется. Тут и запрещеночка выросла. Небольшая. Да. Вон там стоят, там стоят. Ё-моё.
А локация вон там стоит. Локация бешеная, ребята, здесь. С отсюда здесь только, наверное, можно ведро собрать. Вот этот стоит. Давайте его, знаете, куда? Его, короче, в этот. У меня в Коме на север, дальше в Воркуту забросил. Тоже там у меня есть знакомые, друзья. А в Воркуту мы поедем. А в Воркуту. Фу, да. Поперли. Это я как раз попал, ребят, на выход, получается. Только начали выходить. Он там стоит. Там дальше стоят. Они везде стоят. Все, ребята, камеру убираю. Все, уже на пределе у меня. Так что дохожу уже потихоньку. Уже не потихоньку, уже выхожу. Там уже подытожимся. Жалко мне камеру. Сейчас вспыхнет и все. И хорош. Так что такие дела. Фу, ребят, все. Весь сырой. Ну, относительно. Так-то тут все нормально. Все отлично. Мембранка хорошо работает в таких вот целях. Да, вещь. Это не дождевик даже. Че, полная корзина, ребят, 2 ведра отборных красноголовичков. Вот такие. Оранжевый мотоцикл, оранжевые грибочки. Сейчас доехать еще надо, ребят. Ну, короче, весь промокнуть. Главное не заболеть, потому что впереди поездка. О, сейчас бы в тачку, конечно. Печку включили и поехали. Ну все. Давайте, такая вот быстрая сборка грибов. Грибы есть, ребята. Класс. Выходите в лес, собирайте, кайфуйте. Ну, выбирайте погоду, конечно.